Этот день Сергей Лобанов начинает с изучения последних новостей конкурса «Лидеры России». 2 месяца он буквально жил ими, работал над собой, пополнял копилку знаний, впитывал лучшие управленческие практики страны и мира. Причем каждую свободную минутку, не отвлекаясь от основного производства. Сегодня он уже и так лидер в своей области – телекоммуникационной. Но участие в таком состязании означает взять новую высоту, испытать себя. Прошел первый этап, затем второй – и так с азартом он оказался в 4 лучших от Коми. А претендентов-то было аж 869. Полуфинал проходил в формате деловых игр. Всего было 300 участников, разделенные на 30 команд, которые соревновались как между командами, так и внутри своих команд за получение определенного результата. В ходе этих заданий нас всех оценивали специально обученные, компетентные люди, которые оценивали нас по различным критериям, которые известны только им. Такие, как Сергей, и были целью большой образовательной программы. Вот только никто не ожидал, что управленческое сито окажется настолько конкурентным. От силы ожидалось 7-8 тысяч человек по всей стране. Заявилось 200 тысяч. Это колоссальная нагрузка на всех, кто отбирал лучших из лучших. Поэтому уже сейчас организаторы впервые раскрывают. Фильтр для кандидатов был усилен через усложнение заданий на всех этапах и жесткое временное ограничение. Было достаточное количество людей, которые жаловались, что им не хватило времени для того, чтобы пройти задание. Но вы знаете, у нас была понятная логика. Во-первых, нельзя было давать много времени, чтобы не возникло рисков пересказа друг другу задания. То есть мы защищали таким образом от возможности списывания. Ну а во-вторых, вы знаете, способность работать в условиях дефицита времени, в кризисной ситуации, способность управлять своим временем и найти, несмотря на загрузку, а все вы люди очень занятые, состоявшиеся, уже успешные, тем не менее способность в такой ситуации найти время, правильно расставить приоритеты, это тоже один из критериев отбора, который использовался при проведении этого конкурса. Даже более чем устоявшийся. 13 лет назад Михаил Куликов освоил и захватил узкую, но крайне востребованную нишу в регионе – разработку природоохранной документации для промышленных предприятий. Причем стал не только лучшим в своем деле, но и превратил дело в бизнес. А в 2015 году его пригласили на должность первого заместителя министра природных ресурсов Коми. Когда же ведомство внезапно попало под административную реформу, на тот момент консолидировалось с Минпромом, Куликов просто вернулся к истокам и даже стал кандидатом экономических наук. На президентский конкурс же попал просто, чтобы испытать себя. А вот почему до финала от нашей республики так никто и не дошел, объясняет примером из жизни. У меня знакомый работал в высшем учебном заведении. И мы с ним общались, куда ориентировать детей, потом, своих, да. И он сказал замечательную вещь, что он вывозил студентов, он вывозил в Москву на Олимпиаду, и там совершенно другой уровень конкуренции. И когда другой уровень конкуренции, совершенно по-другому люди готовятся. Здесь низкая очень конкуренция у нас между. Вот я вспоминаю наш курс. Было всего лишь человека 4 из 30, кто занимался на лекциях, активно принимал участие, решал задания. Все остальные, ходили, как-то учились. А там другой просто, я думаю, там конкурентная среда выше, и это подстегивает людей. В свою очередь, конкуренцию тормозит отсутствие социальных лифтов для кадров. Президентский конкурс призван нарушить устоявшуюся закономерность. Стране нужны молодые и перспективные. Вот почему у жителей Коми будет еще шанс попробовать себя в следующем году. Владимир Путин ясно дал понять, поиск управленцев таким глобальным образом будет усовершенствован и продолжен. Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные вот этого самого большого мероприятия. Для меня тоже было несколько неожиданным, что такое большое, если не сказать огромное количество заявок было подано. Это значит, интерес очень большой. Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих 6 лет, мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров.
причем по разным направлениям. Одно из самых важных направлений – это подготовка рабочих кадров высокой квалификации. Что касается непосредственно этого конкурса, там действительно появляются очень интересные, талантливые люди молодые, разных возрастов, но в основном молодые люди. И наша цель не только их трудоустроить куда-то конкретно, а наша цель им помочь в их развитии. Но я могу сказать, что уже сейчас в ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерство, и ведомство. Мы, безусловно, будем в том числе из них формировать Федеральный резерв. Многие бизнес-корпорации тратят немалые средства на постоянное обучение и переобучение специалистов, совершенствуют их, делают круче и разносторонней. Вот почему и государство задумалось стимулировать процессы в целом по стране, объединяя регионы и подыскивая для управления ими лучших из лучших. Ведь каждый участник потенциально соглашался, если Родина позовет, переехать куда потребуется. Для нас это, во-первых, источник информации о перспективных, грамотных и талантливых управленцах. А во-вторых, конечно же, мы за образец возьмем ту методику отбора и оценки персонала, которая используется в этом конкурсе. 4 представителей Республики Коми достойно выдержали это испытание. Отмечу, что один из полуфиналистов, Михаил Колигов, он еще в 2015 году был включен в резерв управленческих кадров Республики Коми, из которого впоследствии был назначен на должность первого заместителя министра природных ресурсов Республики Коми. А Любовь Буслаева тоже трудилась в администрации главы Республики Коми, стояла у истоков перевода государственных услуг в электронную форму. И их выход в полуфинал еще раз подтвердил их профессионализм. В настоящее время мы планируем встречу с нашими лидерами и будем обсуждать возможности сотрудничества, возможности использования их потенциала, управленческого, лидерского потенциала на благо республики. К слову, за десятки лет такой подход уже можно назвать повсеместным. Талантливых и пробивных страна ищет через технопарки, молодежные и детские площадки технического творчества. Все они сегодня в открытом доступе на портале «Россия – страна возможностей». И каждый может заявиться либо сам, либо помочь сориентироваться в жизни своим детям. Лидеры же России остаются флагманским элементом этой программы, где, если просто даже заявился, уже сохранился в какой-то базе. А значит, в случае чего тебе могут позвонить. Роман Истомин, Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал «Юрган».